Всем доброго дня, друзья! У нас лето продолжается, и, соответственно, и работы там на дворе там тоже практически одни и те же. Огород, косим траву и еще по мелочи там, что-то там проходилось, еще что-то. Вот такие заботы. Сегодня, в частности, Маша полит картошку, чтобы мусор не так сильно. В этом году мы не будем поливать, и не стали поливать, и не будем поливать этим гербицидом, да, как лазуритом, как прошлый год. Прошлый год у нас от лазурита картошка сгорела, и пришлось реанимировать. Правда, все удачно потом все завершилось, но опыт есть, горький опыт получен, и не хочу возвращаться к этой теме уже больше все. И в этом году уже решили вот так, на опережение так. Тем более погода сухая, и думаю, если Маша там прополит, мусор, сорняки не так сильно, не так много их будет. Вот. Умка там что-то бегает. Она видит меня, когда я выезжаю, и просится на волю. Думает, что я пойду с ней на речку. Вот, поэтому так она. Погода у нас, друзья, замечательная. Вообще-то облака, как нарисованные. Лето на дворе вообще. 25 градусов где-то. И чтобы вот ветерок такой приятный, теплый, но освежает, очень помогает. Вот в самом селе здесь овода, да, и комаров как-то не ощущается. Вот я знаю, что если там поехать в лес там или где-то близ, на природу, короче, от села, будет и оводы, будет и эти слепни, все будет там есть. Здесь пока с этим все нормально. Сейчас я съезжу Маша и посмотрю, что она делает там. Картошка, друзья, с прошлого раза уже подросла так нормально. Маша, как говорится, на опережении работает, сорняков рубит. Покажи инструмент, тяпку, Маша. Вот такая тяпка. О. Плохо видно, Маша. Тяпка такая. О. И рубит она. Ну-ка покажи вот этот йон или как по ком. Вот она говорит, что не йон. Это... Вот такой сорняк. У него корень очень длинный. Йон это. Все, короче, мы разделились во мнениях. Я говорю, что это йон. Маша говорит, что нет. Йон, репейник, по-моему. Вот. Но йон мы должны шедлять. Но йон мы с этим ем. Мы ругаемся уже по кому. Она говорит, что не репейник, я говорю, что репейник. Короче говоря, не суть важно. Важно то, что мы в этом году, Маша, лазуритом не обрабатывали, да? И сорняки вышли, но и картошка без яда, без химии. Понимаешь? Тут уже Маша... Вот здесь уже все сделала, да? Вот на этом участке уже все прополола. Потом надо, чтобы немножко дожди. Тут, знаете, какая... Пока сейчас не надо, пусть это высохнет, сорняки сдохнут, умрут. Даже дождя не надо после этого. А в общем-то уже земля вообще уже сухая. Не, завтра обещают дождь, завтра будет дождь. Кто-то щена косит, звуки такие деревенские, кто-то щена косит. Сейчас уже горбушей никто не косит, все
триммером, да что-то, и у нас вот Раиса сегодня тоже он скосила. Раиса, сестра моя, приехала опять с города, да, все скосила уже. Я уже вышел, да, у нее уже закончено, наверное, было. И пахнет такой травой свежескошенной. Ностальгия по этому запаху, по этому сенокосу. А во время сенокоса, когда тогда не ностальгировали. Да, ой, когда это все это закончится. Да. Мне надо еще сегодня съездить в магазин, купить этот переходник для шланга, чтобы полив доставал до этого, до грядок твоих чесноков-то там что-то. Вот такое все зелено. Лето у нас. Хорошее лето в этом году. Не знаю, как там с урожаем будет, правда. Но у нас... Что у нас нового там? В парнике. В парнике нового то, что огурцы все съел. Все огурцы почти съел проволочник. Такого ни разу не было, чтобы в парнике проволочник и... Ну, ела... Ну вот. Рассаду как посадили, сначала одну, потом вторую, потом третью и так далее. Остались 2 куста. Надо снова заново посадить проволочник. Вот, друзья, вот такая беда у нас. В парнике завелся проволочник. На этой грядке картошки есть он проволочник. Но это картошка. А то, что вот в парник, это первый раз такое у нас. Навоз же здесь лежал всю зиму. Из этого, наверное, вместе с навозом, наверное, и... Ну, может быть, да. Потому что такое первый раз, чтобы у меня проволочник, огурцы... Огурцы все. Помидоры, может, тоже помидоры попортить? Помидоры. Беда. Огурцы прямо заспрено. Вот Маша говорит, что прямо в стебель он зарывается, этот проволочник. Огурцы это первый раз такое у нас. Такого не было еще. Ну что, я, наверное, съезжу куда-нибудь. Видите, какая земля сухая. Ну как зола, да. Надо дождь, Маша, нужен. Хоть что ты не говори, дождь нужен. Но не сегодня. Но у тебя все корни остаются, Маша. Вот Потом я не могу вырывать. Это йон. Нужно копать тогда уже. Йон такой, да. Это обратно вылезает, потом будет выходить. Так, друзья, мы дальше спорим. Вот это растение, она с колючками. Да, я говорю йон, ну, репейник то есть. Вот, а это ябу. Это так. Это я тоже говорю, что йон. Маша говорит, что это совсем другое. Но это просто листья еще маленькие. Вот смотри. Но смотри, вот такие же шипы. Вот смотрите, вот что здесь шипы, что там, только они там маленькие еще. Шипы здесь уже сразу тая корни. Они просто мелкие еще. Энсор. Маша говорит, что не говори ерунду. Короче, у нас сегодня спор такой. Во время работы. Вот это йон. Вот это я 200% йон. А этот йон, но он маленький почему-то. И шипы. Чуть-чуть еще не выросли. Не выросли мы выросли. Выросли, сразу не зачем ловить. Когда чужие. Вот так. Да я вообще моторон. Короче, я знаю, что я агроном. Ты меня не путай. Это йон. Репейник. Оба репейника. Кто победил? Кто победил? Никогда не победит. Сейчас зрители расскажут, кто из них йон. Ну, репейник то есть. 2 вида вот есть. Меня кто это видно? Да я на противоположном йон я.
Ну, короче, вон сорока даже подключилась к нашей беседе. Слышишь? Сирале. Смеется, смеется сорока. Съездил, докупил я шланг вот этот. Потом установили наконечник, и Маша поливает теперь уже не лейкой, а шлангом достает до всех грядок. Нормально так. Клубника. С прошлого раза тоже уже много уже цветов появилось. Ну, потихоньку. Ну так, уже Маше легче. Все. А там вот Раиса Ивановна на грядке полит картошку. Ще наскочила. Это сестра моя с городу приезжает. Вот. Картошка уже вот такой высоты. Ну, наверное, через неделю уже все будет. Даже неделя, наверное, уже не надо будет. Окучивать будем уже. И в заключении этого ролика, такого короткого, этот ролик не очень длинный, мы хотим показать нового жителя нашего. Маша назвала его Маша малышом. Он действительно пока малышка такая. Вот такой малыш у нас. Круга. Мурчит. Но сейчас он с просонья еще, да, не очень-то шаловливый. А так он очень бойкий, шаловливый. Играется. Вот такой, рыжеватый такой, с оттенком. Вот. Потому что это, Бориска-то у нас, ну, Бориска уже нету, это ранней весной уже так случилось. И получается, что Барсику скучно. И решили еще так и вот завести такого малыша. Это он спит ночами-то со мной спит. Он там спрятался куда-то. Спрятался малыш. Вот он здесь, вот он будет жить здесь, расти. Ну и потом. А, мальчик. Забыл, наверное, сказать. Мальчик, да? Да. Мальчик у нас. Этот. Ну, этими кадрами и буду заканчивать этот ролик. И еще включу, вот сейчас, как он вот играется. Поставлю там несколько минут, как он играется. Как он бесится дома. Ну, малышка, что потом. Вот новый житель наш. Маша тоже любит кошек. Маша, ты любишь кошек или нет? А? Люблю, говорит. Джулия сказала, кагаяхид. Ну да. Кагаяхид.
А что это вы здесь делаете? А? Все, кино не будет. Электричество кончилось.